Владимир Валерьевич, здравствуйте. И сразу же первый вопрос. Как правительство сейчас работает в условиях непринятого парламентом бюджета? Добрый день. Как известно, проект закона о республиканском бюджете на 2021 год не стал законом, соответственно, не вступил в силу с начала текущего года. В этой связи, опираясь на бюджетное законодательство нашей страны, в том числе и в целях обеспечения стабильности бюджетной системы, есть правовые основы и правовые механизмы осуществлять исполнение бюджета при отсутствии утвержденного закона о бюджете. В этой связи, в соответствии со статьей 98 закона Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, Министерством финансов был издан приказ о введении на территории Республики Абхазия режима временного управления бюджетом. Подобные мероприятия способствуют стабилизации бюджетной системы, недопущению значительных кассовых изменений. Но вместе с тем хотел бы обратить на определенные особенности при исполнении бюджета текущего года. В текущем году дело в том, что законодательство позволяет исполнять бюджет при отсутствии его закона по параметрам отчетного года, предыдущего года, и в объемах, не превышающих 1/12 бюджетных параметров. С учетом этого бюджет одного года не может быть зеркально похож на бюджет любого другого года. Несомненно, и этот случай не исключение в 2021 году. Так, параметры 2021 года, которые прогнозировались к исполнению, они, естественно, не полностью идентичны параметрам 2020 года. Это, конечно, приводит к определенным сложностям при исполнении бюджета. К примеру, я могу сказать о том, что потребность в бюджетных ассигнованиях в 2020 году, к примеру, на реализацию инвестиционной программы не доводилась в объеме 1/12. Она доводится в соответствии с соглашениями, договорами о реализации мероприятий. Сейчас это надо сделать в объеме 1/12 годовых назначений. Это, конечно, оттягивает и значительно на значительные объемы реализацию подобных мероприятий. Но в этой связи хочу сказать, что аналогичных расходов достаточно много подобного характера. Бюджет 2021 года предусматривал межбюджетный трансфер, о котором очень много говорились, как одна из элементов развития межбюджетных отношений в форме субсидий. Соответственно, в текущем году мы этого себе позволить не можем, потому что в 2020 году такие меры не были предусмотрены. В этой связи к чему я говорю? Что есть потенциальный риск несвоевременного получения заработной платы в районах республики. Это одна часть проблемы. Но, несомненно, учитывая, об этом я уже говорил, учитывая особую значимость, важность и приоритетность расходов, в том числе социальных и защищенные статьи бюджета, несомненно, Министерство финансов будет обеспечивать выплату, будет находить инструменты, механизмы законодательно закрепленные. Дело в том, что нам придется перераспределять отдельные бюджетные назначения. Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание и сами распорядители, потому что очень много обращений к нам поступает. Что делать в связи с тем, что бюджет не принят? Нам нужны были одни ресурсы, а сейчас правовые основы говорят о том, что надо доводить какую-то всего лишь одну часть. У меня есть надежда, что в обозримом будущем, а оно должно быть совсем скоро, мы внесем в парламент, Народное собрание, проект закона о 2021 республиканском бюджете на 2021 год и надеемся на то, что законодатель его поддержит, примет
В настоящее время ведется подготовка активная над его параметрами. Хочу сказать о том, что проект закона на 2021 год уже будет формироваться с учетом исполнения бюджета вот за этот текущий период, то есть за январь месяц. В соответствии с законодательством в правительство поступают официальные документы о принятии новых обязательств к бюджету. Они в Министерстве финансов тщательно рассматриваются, в том числе на предмет обоснования, приоритетности расходов, соответствия нормам и нормативам установленным. И будут, естественно, в случае одобрения и соответствия, будут приниматься в режим бюджетных обязательств. Так, к примеру, было обращение Академии наук Республики Абхазия о рассмотрении возможности увеличения размера надбавок за звание академика, член-корреспондента, лауреата. В Министерстве финансов этот вопрос рассмотрели тщательно. Это было по поручению премьер-министра в прошлом году, в конце прошлого года. Рассмотрели детально, и сегодня можно с уверенностью сказать, что такие расходы будут приняты к обязательствам в 2021 году. Часть расходов также будет изменена, а именно увеличена, в частности, на реализацию мер по внедрению автоматизированной судебной информационной системы. Она тоже представлена официально. Это потребность в соответствии с заключенными договорами, в соответствии с законом о судебной системе. Эти мероприятия надо проводить и в 2021 году их завершить. Ряд других, несомненно, расходов, которые также меняют параметры бюджета. Я хотел бы отдельно остановиться на мероприятии по ремонту либо реконструкции линии электропередачи Чегвара. Об этом мероприятии было очень много сказано и на сессии парламента, и на комитетском заседании. И в принципе об этом очень много говорят, потому что это важный аспект, он ключевой в настоящее время. Здесь бы хотелось сказать, что объем на реализацию этого мероприятия достаточно масштабный, а время – это первый квартал текущего года. Учитывая особенности исполнения бюджета в первом квартале, разумеется, мы не могли располагать на такие доходы. И с уверенностью сказать, что мы можем погрузить эти деньги в обязательства бюджета 2021 года. В этой связи необходимо было иметь более ожидаемые и уверенные, надежные источники финансирования. Здесь уполномоченный орган по реализации инвестиционной программы в нашей стране, Министерство экономики, официально обратилось в Министерство экономического развития России на предмет возможного изменения объектов инвестпрограммы, придав приоритетность, разумеется, этому направлению. Сейчас проходит окончательное согласование этого мероприятия. У нас есть высокая уверенность, что мы сможем его реализовать в те сроки, которые они запланированы. О сроках я, наверное, тоже коротко скажу. Дело в том, что это сейчас нам позволяет в первом квартале сделать. Мы все понимаем, что до апреля месяца остановлена работа Ингургес, и этот срок, этот люфт нам даст возможность, если все так, как планируется, все так, как мы предусматриваем, изменить ситуацию к лучшему, несомненно, и мы сможем осуществить финансирование подобных работ. В чем главные претензии законодательного органа страны, не проголосовавшим за проект бюджета? Законопроект не прошел и был не принят с результатом -1 голос. Но даже не в этом дело. Дело в том, что это, на мой взгляд, практика, она не только характерна для нашей страны.
И другие страны подобные мероприятия проводят, когда бюджеты не принимаются. Но здесь хотелось бы, вот еще раз повторить, здесь надо взвесить риски при непринятии бюджета. О некоторых я уже сказал. У нас повышенные риски, вот в данном случае, еще раз повторюсь, по субсидированию фонда оплаты труда районам, по объемам их доведения в районы. Вот. Некоторые бюджетные ассигнования превышают 1/12. Мы все, наверное, уже осведомлены, и общество, особенно, несомненно, получатели пенсионных выплат, что с учетом отдельных обстоятельств, что в бюджетную систему из-за ограничительных мер и условий, в которых мы сегодня находимся, не полностью поступают ожидаемые доходы, мы имеем реальный дефицит, первичный реальный дефицит в пенсионном фонде. И там потребность в поддержке из республиканского бюджета гораздо выше, чем 1/12 месячная. И во вчера в соответствии с законодательством были перераспределены бюджетные ассигнования Министерством финансов, и мы вчера смогли довести до пенсионного фонда на погашение пенсий большую часть межбюджетных трансфертов. Вот так на сегодняшний день реагирует на общую ситуацию, не допуская, еще раз повторюсь, кассовых и разрывов, и кассовых потерь. Министерство финансов, обеспечивая приоритетные направления расходования средств. Как конкретно отсутствие госбюджета сказывается именно на выдаче заработной платы, пенсии и вообще других социальных обязательств государства? Ну, об этом я уже коротко сказал, наверное, еще добавлю. Полагаю, что потрясений в этом случае не будет, но отдельные меры, отдельные решения все-таки должны принять. Здесь все находится на уровне ответственности руководителей районов, в данном случае руководителей финансовых органов в районах республики и города Сухум, самого руководства Министерства финансов. Полагаю, что мы эту ситуацию будем держать на особом контроле. Но еще раз выражаю уверенность в том, что депутаты Народного собрания представленный законопроект поддержат. Мы все-таки получим свет в текущем году закон о республиканском бюджете на 2021 год. Несомненно, еще будут проходить консультации, переговоры с депутатами, комитетские совещания, но все мы, естественно, осознаем, и об этом было тоже заявлено и говорилось в стенах парламента, что бюджет обязательно должен быть. Страна обязательно получит бюджет. Есть ли какие-либо ограничения временные по принятию государственного бюджета? Здесь законодатель установил иммунитет к закону о бюджете. На сегодняшний день бюджет будет исполняться, еще раз повторюсь, помесячно на основе параметров прошлого года, но так вечно продолжаться не может. Максимальный срок у нас 3 месяца, после чего закон о бюджете должен быть принят на территории Абхазии. Но там есть и другая часть в случае непринятия закона о бюджете, а в практике уже такие случаи были, в мировой, в том числе в практике, были такие случаи, то тогда исполняется бюджет прошлого года, но абсолютно без применения отдельных статей бюджета, таких как расходы на капитальные вложения, заимствования, ну и другие расходы, не связанные с социальными выплатами. Я думаю, что все у нас, несомненно, получится. Мы увидим, и народ увидит, и, естественно, уполномоченные органы, которые исполняют бюджет, увидят закон о бюджете, и начнем работать по новым правилам. Здесь, кстати, еще особенность есть. Законодатель определил в
в изменении к закону, внеся изменения в бюджетное законодательство, введение с 1 января кассового плана. Кассовый план – это полезный инструмент, который позволяет нам прогнозировать расходы, ну, соответственно, и доходы прогнозировать, доходы и предусматривать помесячные расходы. Вот это очень важный инструмент, который мы не смогли завести с 1 января 2021 года в связи с невступлением в силу закона о республиканском бюджете. Спасибо большое.